Мы находимся в Уфимском исследовательском центре. Чтобы попасть сюда, нужно быть ученым. Светлые умы со всей России приехали именно сюда, чтобы обсудить вопросы археологического порядка. Четвертая Всероссийская археологическая конференция для школьников проходит с международным участием. Сюда съехались ребята-победители региональных историко-археологических конференций и олимпиад. Ранее конференция проходила в разных крупных городах России – Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На этот раз ее решили провести в башкирской столице. Расскажи, пожалуйста, про свой проект. Мой проект называется «Первобытные люди на берегах озера Караблакты». Это озеро находится прямо в нашем селе, и там расположено очень много стоянок первобытных людей. И я объединила все материалы, которые я знаю про эти проекты, создала свою таблицу лично, и теперь очень легко найти информацию по каждой стоянке. Школьники, победители историко-археологических конференций и олимпиад представляют разные регионы России. Ведь мы знаем, что наша страна так богата полезными ископаемыми. Наш Башкортостан представляют ребята из Уфы, Туймазинского и Абзелиловского районов. Маш, расскажи, пожалуйста, про свою работу. Я приехала на конференцию со своей работой, которая называется «Онлайн-викторина по археологическому музею Полевского края». В прошлом году я выступала с работой по нашему археологическому музею и создала там экспозицию и экскурсию по ней. И меня очень заинтересовала эта тема, и я подумала, что было бы очень хорошо показать наш археологический музей не только вживую, но и в онлайн-формате. Перед ребятами с докладами выступают настоящие ученые. Атмосфера такая, что обсуждения проходят абсолютно на равных. Несмотря на возраст, у всех участников конференции большой опыт в археологии. У нас в Башкортостане регулярно ведутся раскопки. Да и вообще археологическое направление у нас довольно развитое, поэтому есть что посмотреть. Остап Саракабудов и Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей».